От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей знаю. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы вот пропал. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночью мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночью битву трудную этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы ворогам врагам. Это праздник с сединою на висках. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Семидесятилетию победы в Великой Отечественной войне объявляю открытым. Праздник Победы вот уже где-то 15 лет я обычно встречаю на месяц вперед. Считаю так для себя, потому что где-то за месяц до 9 мая по основным каналам центрального телевидения начинают показывать фильмы про Великую Отечественную войну. И я обычно стараюсь больше смотреть фильмы те, которые сняты были уже в советское время. Потому что там артисты действительно честно и правдиво стараются играть, показывать нам все. Они стараются вжиться в свой образ и роль героя, заставляют зрителя сопереживать, сострадать. Мы, ныне живущие, конечно, нам трудно представить,
каково там было на фронтах и в тылу. Мы все это помним только по рассказам. Война тогда пришла, опалила смертью и огнем нашу землю, нашу страну. Пришла в каждый дом, в каждую семью. И миллионы и миллионы жителей нашей страны были замучены, убиты, расстреляны и сожжены в лагерях смерти фашистов. Сотни деревень, как Хатынь, сгорели дотла вместе с жителями. Миллионы солдат и офицеров погибли на фронте, честно выполняя свой воинский долг. И наш народ все вытерпел. И тяготы, и невзгоды, и холод, и голод, и великую боль души и тела. Такое могли сделать только люди, сильные духом, отважные, бесстрашные. И это они, наши ветераны, ветераны войны и тыла. И сердечное им спасибо за то, что они сохранили нашу родину, наш родной край. И земной им поклон. Слово предоставляется главе администрации Красноармейского района Андрею Владимировичу Шестакову. Хакла, асла телех, варжинь, ветеранизем, тыл, исченизем, варжачизем, хизепле, ендешсем. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, уважаемые соотечественники, земляки. 70-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В войне, которая нанесла глубокую рану нашему государству. 9 мая, День Победы 9 мая, это гордость и достояние нашего народа, нашего государства. Каждый год, встречая 9 мая, мы надеемся на то, чтобы то горе, которое постигло нашу страну, не повторилось. И мы прилагаем все усилия для того, чтобы достичь этого. В этот праздничный день мы должны вспомнить каждого из наших земляков, который сложил голову на полях Великой Отечественной войны. Мы постарались дойти до каждого из вас со словами поздравления, со словами пожелания здоровья, со словами уважения молодого поколения. Ведь вы много прикладываете усилий для патриотического воспитания нашей молодежи. Горе войны постигло, думаю, каждую семью Советского Союза. Я говорю Советского Союза, потому что победа в Великой Отечественной войне была достигнута советским народом. Без разделения на национальности. В наше тяжелое время, наше непростое время, нам нужно сплачиваться. Ведь единая команда, в единстве всегда сила. Историю войны помнила о наших ветеранах. С праздником! Слово предоставляется представителю администрации главы Чувашской Республики, заместителю министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алексею Александровичу Самаркину. Этот день
является важнейшим событием в истории всего мира и всего человечества. Несмотря на уходящие годы, в нашей памяти навсегда останутся то мужество, героизм, проявленный нашим народом в те суровые военные годы. И сегодня, в этот знаменательный День Победы, мы воздаем дань уважения солдатам, которые посвятили жизнь победе, труженикам тыла, которые приближали эту победу, всем ветеранам. Празднование этого дня – это напоминание нашему поколению, чтобы мы не жалели сил ради процветания нашей Родины, поддержания мира на земле, ради которого было отдано десятки миллионов жизней. Крепкого вам здоровья, терпения, долголетия, твердости духа, счастья, благополучия. И пусть будет всегда так, чтобы небо было голубым и чистым. Наши голоса всегда звонкие и радостные, а наши души добрые и отзывчивые. С Днем Победы, друзья! 2015 года, номер 222. О праздновании Дня Победы. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. 9 мая в России отмечается народный праздник День Победы. 70 лет назад Красная Армия совместно с войсками стран, участясь антигитлеровской коалиции, нанесла сокрушительное поражение нацистской Германии, положила конец самой масштабной и кровопролитной войне в истории человечества, освободила Европу от фашистских захватчиков. В эти суровые военные годы во всей полноте проявились лучшие качества нашего народа: стойкость, героизм, воинская доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости. Мы всегда будем преклоняться перед мужеством, духовной силой и патриотизмом тех, кто, не жалея себя на фронте и в тылу, день за днем, час за часом ковал победу над врагом. Память об их бессмертном подвиге навечно сохранится в наших сердцах. Нынешние защитники Отечества, чьи славные боевые традиции своих предшественников-победителей, надежно стоят на страже суверенитета и безопасности Российской Федерации, с честью решают ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с юбилейным Днем Победы. Желаю ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и добра, а военнослужащим дальнейших успехов в ратном труде на благо России. В ознаменовании 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказываю 9 мая 2015 года в 22 часа по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины, городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в Санкт-Петербурге, городе-герое Ленинграде и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и фейерверочными изделиями салютных установок с установленной нормой расхода боеприпасов. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу. От имени всех участников Великой Отечественной войны поздравляю вас с этим великим днем, 70-летием со дня победы нашего народа над немецко-фашистскими полчищами. В истории много было войн, все они страшны, однако Вторая мировая война явилась самой кровавой и страшной во всей истории не только русского государства, но и всего мира. Недаром сегодня в Москве на параде, выступая перед
участниками парада. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне явилась вершиной истории нашего русского государства. Это уже сила, и в этом наша сила. Одной из главных причин нашей победы в Великой Отечественной войне это явилась именно сплоченность всего нашего советского народа, дружба народов, любовь к своей отчизне и воле к победе. Так вы будьте всегда дружны, будьте здоровы, и пусть всегда над нами будет голубое ясное небо. Гитлерла немеш фашистизіне шапса алгатныранба шитмилшу тулдарныне уявлама пухындымыр. Шитмилшу ебір варшитарны хыщен мирліге таза кибере пурынатпыр. Варже нумай халыға нуштак тартты. Міндет жевір бұлжасында фронта обеспечить два стезя ирмигами шлериш. Девис пулна. Жылдақ шиндарю дума, жылдақ фронта, жылдақ шиндарю дума фронта пирболы пажда тона. Мұнда қаларыш районе бе Минчол шин этот фронтрапу мине и Минчол таврын мине. Баснар ярынче тоже шербадар пар шин фронтатып сагайны. Ол ендештенеде выжи ветеранисенеде был ветеранисенеде. Малавла шакшуды кибере Байшнезе булынма, өрлі сыллах делей сунадов. Спасибо. Не сотни, даже не тысячи, а миллионы наших родных, близких. В каждой, здесь кто присутствующий, в каждой семье есть кто-то родственники, даже отцы, деды, прадеды, у кого-то погибли, сложили свои головы. Опять возобновлялись уже эти военные действия, и опять повторялась та же история. Чтобы вот это у нас даже, как тоже и сказали уже, это вот у нас на Украине, вообще вокруг нашей России, против нас это ополчаются. Вот мы должны стараться вот этот дух, патриотизм в наших в сердцах наших детей, внуков, это укреплять, чтобы он укреплялся. Потому что может быть получится и так, что когда-то придется опять снова нашему народу браться за оружие, отстаивать рубежи своей Родины. На вашу долю выпали суровые испытания, но вы не сломали силу духу и волю к победе. Вы – поколение победителей. Мы перед вами в неоплатном долгу. Мы не забудем тех, кто не вернулся с войны. Мы помним все, за что должны сказать вам спасибо. Спасибо и низкий вам поклон. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял. Вспоминаем это снова, вспоминаем этот день и этот час. Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле, сквозь повязки неумелые сочась. Кровь народа заолела в том июне. Меня не стало в 43-м. Мама, Дана, где были Сталинграда рубежи? Ты прости, что прожил совсем недолго, и что долго, мама, ты меня ждала. Тут не в смерти дело, и не в чувстве долга.
еще в одном хочу тебе признаться. Только, мамочка, уже не надо слез. Я когда-то повторюсь. Все повторятся, кто победу своей родине принес. Людские. Жизнь — это чудо. И вечное чудо — продление жизни. Чудо, в котором два слова всего: материнство и дети. Мать и дитя, неразрывны их души, вовеки слияны. Вера, любовь и надежда. Но наступил он с вами, огромнейший век, 21. Пускай навсегда прекратятся раздоры, конфликты и войны. Жизнь продолжается. Вы победили, великие люди. Так говорит вам сегодня великое, вечное небо. Бессмертный полк, бессмертный полк, победы гордой флаг. Они прошли пылающий огонь.
городских печей не сметала наша Родина тень. Книги ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом врага. Это праздник, ледяною на весах. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, за секунду пробежаться по росе. Пол Европы прошагали полземли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, ледяною на висках. Слезами на глазах. Победы, день победы, день победы.
в гражданку